Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Во время археологических раскопок или рытья котлованов и фундаментов в Феодосии порою находят очень интересный тип монет. Они не являются большой редкостью и выглядят весьма скромно, но при этом очень любопытны в другом отношении. Вот одна из них – крошечный серебряный кружок с едва различимыми изображениями. На одной его стороне видна тамга крымских ханов. Она окружена знаками, напоминающими арабские буквы. А с другой стороны монеты отчеканены символы, характерные для гербов средневековой Европы. 3 крепостные башни, крест над ними и полустертые латинские буквы вокруг. Это не что иное, как кафинский аспр, денежная единица, которая имела хождение в этом городе более 500 лет назад. Одновременное присутствие на таких монетах и крымско-татарской, и западноевропейской геральдики вовсе не случайно. Это напоминание о временах, когда на полуострове встретились и взаимодействовали две цивилизации – Крымское ханство и средневековая Европа. И сегодня я расскажу о таком островке Западной Европы на краю крымских степей – средневековом городе Каффа, нынешней Феодосии. Как известно, с давних времен через Крым пролегала одна из ветвей Великого Шелкового пути, древнего торгового маршрута, по которому велась торговля между Европой и Азией. В средние века наибольшего успеха в такой торговле добились итальянские приморские республики, в том числе город-государство Генуя. Территория самой Генуи была крошечной, но сила республики заключалась в несметных богатствах, заработанных на международной торговле. Благодаря ей Генуя могла содержать мощный флот, хорошо обученную армию и имела немалое влияние в европейской политике. Генуэзские колонии и торговые базы были рассыпаны по всему Средиземному и Черному морям, потому итальянские торговцы решили обосноваться и в Крыму, чтобы без посредников скупать товары прямо у купцов, которые прибывали на полуостров из Золотой Орды и Центральной Азии. Плавая мимо крымских берегов, итальянские моряки приметили удобную гавань, напоминавшую их родной Генуэзский залив. Когда-то на этом месте стоял древнегреческий город Феодосия, но время уже давно стерло его с лица земли. Здесь они и решили обосноваться. Ордынский владетель Крыма Уран-Тимур, далекий предок династии Гераев, оценил будущие выгоды от участия в международной торговле и позволил итальянцам поселиться здесь. Он передал во владение Генуи берег залива, а взамен его казна должна была получать постоянный процент с доходов от всех будущих торговых сделок. Город, основанный генуэзцами в 1260-х годах, получил название Каффа. Он расположился всего лишь в 20 километрах от ордынской столицы полуострова, города Крым, или, как его еще называли, Солхат. На большой базар Солхата стали стекаться купцы со всех уголков Золотой Орды, желая сбыть свой товар генуэзским торговцам, а те взамен доставляли разнообразные изделия из Европы, от французского сукна до итальянской бумаги с водяными знаками, на которые крымские правители писали свои ярлыки и указы.
Ко взаимной выгоде доходы от этой торговли были весьма ощутимы. За считанные десятилетия Каффа превратилась из прибрежной торговой фактории с деревянным чистоколом в многолюдный укрепленный город. В современной Феодосии до сих пор можно в разных местах видеть остатки крепости, которую генуэзцы построили здесь в XIV столетии. Поздние русские гравюры показывают, что эта крепость в значительной степени сохранялась еще в начале XIX столетия. Она, наверное, могла бы стоять и поныне, если бы вскоре после того ее не разобрали на стройматериалы. Но и то немногое, что уцелело, впечатляет своими масштабами. Так, например, в самом центре города высится башня, которая называлась башней Константина. В средние века море плескалось прямо у ее подножия, а внутри здания был устроен склад оружия. Стены Кафинской крепости широко опоясывали город, и подобных башен в прошлом насчитывалось свыше 30. Вот еще одна приморская башня, так называемая Доковая. Она стояла у морских ворот Каффы, в порту. Она сооружена на зыбком песке, но ее глиняный фундамент устроен таким образом, что башня твердо стоит уже 600 лет, не смещаясь и не наклоняясь. На окраинах старых кварталов сохранились руины еще двух башен. Одна из них названа в память консула Джованни ди Скаффа, а другая в честь святого Фомы. Они стояли на внешних рубежах Каффы и обозначали границу города. Словом, крепость была велика. Однако вскоре Каффе стало тесно даже в ее пределах, и городские кварталы распространились далеко наружу, за линию крепостных стен. Ведь население Каффы по меркам того времени было весьма большим, не менее 30 тысяч человек, а некоторые источники говорят даже о 70 тысячах. Самым защищенным местом города была цитадель, где стоял дворец консулов, то есть генуэзских правителей города, а также зал заседаний совета, суд, архив и прочие государственные учреждения. Цитадель являлась как бы крепостью внутри крепости и была защищена дополнительным рядом стен. Из ее укреплений до наших дней дошли две высокие крепостные башни. Одна из них именовалась в память римского папы Климента VI, жившего в XIV веке, а вторая называется башней Криско. На ней находились городские часы и колокол. Ежедневно в 8 часов вечера зимой и в 9 часов вечера летом специальные служители звонили в этот колокол, после чего все жители были обязаны закрыть лавки и потушить в домах свет. Далее наступал комендантский час, когда любой, кого ночная стража встречала далее, чем за 8 домов от собственного жилища, подлежал аресту. Такими мерами городские власти боролись с преступностью и ночным разбоем. Жизнь Каффы четко регламентировалась специальным уставом. Высшим должностным лицом города являлся консул, назначавшийся из Генуи сроком на 1 год. Причем по окончании этого срока проводилась тщательная проверка его финансовой деятельности. Под страхом большого штрафа консулу запрещалось принимать ценные подарки и подношения, а за растраты и самоуправство городские чиновники подлежали публичному телесному наказанию. Устав определял даже самые мелкие детали городского порядка, вплоть, например, до штрафа за выливание помоев на городские улицы, либо же до предельных размеров сумм, которые консул был вправе потратить на яблоки, пряники, конфеты и иллюминацию к рождественским праздникам. Население Каффы было многонациональным, и со временем генуэзцы стали составлять в нем меньшинство. Город был поделен на кварталы – генуэзский, греческий, армянский, караимский, мусульманский и другие. Центром каждого квартала являлась церковь, мечеть или кенаса, зачастую с небольшими площадями и фонтанами при них. Вот один из таких фонтанов, выстроенный армянскими жителями Каффы.
Квартальных храмов в городе сохранилось несколько. И хотя из 20 римско-католических храмов Каффы, как и от самых ранних мечетей, до наших дней не дошло ни одного, в городе уцелело несколько церквей XV века, в основном армянских. Храмы архангелов Михаила и Гавриила, святого Сергия, святого Георгия, Иоанна Апостола, Иоанна Крестителя и греческий храм святого Димитрия. Права генуэзского гражданства автоматически получали все жители города, которые прожили здесь с семьей хотя бы на протяжении 1 года. Особым пунктом устава консулу и властям строго запрещалось вмешиваться в религиозные дела общин. Помимо того, в Кафе пребывал и специальный представитель ханской администрации, должность которого называлась тудун. Он собирал налоги с проживавших в Кафе мусульман и совместно с консулом разбирал их судебные споры. Характерно, что Каффа не имела большого войска. Генуэзский гарнизон исчислялся порой лишь несколькими десятками профессиональных солдат. Основными защитниками города считались сами его жители. Мужское население городских кварталов было разделено на сотни. Каждая сотня имела собственного командира и заранее знала свое место в строю на случай войны. Конфликты под кафенскими стенами возникали нечасто, но порою были весьма масштабны. Например, в 1340-х годах за сотни километров отсюда в торговом городке Тана в устье Дона повсторили 2 купца – золотоордынский и венецианский. Татарин ударил итальянца по лицу, а тот в ответ убил его. На базаре тут же вспыхнула массовая драка, переросшая в погром итальянских лавок. На волне возникших беспорядков ордынский хан Джанибек решил изгнать всех итальянцев, и венецианцев, и генуэзцев из своих владений. Но когда он подошел к Каффе, отряды консула нанесли большой урон ордынскому войску. К тому же в армии Джанибека началась эпидемия чумы, и хану пришлось отступить. Но перед отходом он применил последнее средство против неприятеля. Его катапульты перебросили через стену в Каффу несколько чумных трупов, и болезнь перекинулась на горожан. Возвращаясь из зараженного города, генуэзские корабли перевезли чуму в Европу, где в последующие 7 лет от болезни вымерло до 25 миллионов человек, то есть треть тогдашнего населения континента. Однако подобные яростные конфликты были скорее исключением в отношениях соседей. Ко взаимной выгоде мир вскоре был восстановлен, и звон сабель на поле боя вновь сменился звоном серебра и меди на изобильных рынках. Генуэзцы не ставили под сомнение верховную власть ордынских ханов над полуостровом. В знак этого они даже высекали золотоордынскую тамгу на закладных надписях городских построек. Большую часть таких плит занимает латинская надпись о том, кто и когда построил данное сооружение, а рядом высечен ряд гербов. Например, на этой плите, когда-то украшавшей башню Климента, по краям изображены гербы Генуи в виде креста, в центре личный герб римского папы, слева от которого размещен символ ключей Петра, а справа золотоордынская тамга. Подобное соседство символов, как вы уже видели, отмечалось и на монетах. Местные аспры имели хождение на рынках и Каффы, и Салхата, и потому украшались символикой обоих государств. Существует много их разновидностей. Одни, как и крепостные плиты, несут на себе двузубую тамгу Золотой Орды. Но в 15 веке они сменяются новым символом – трезубой Тарак-тамгой, то есть символом правителей независимого Крымского ханства. Именно генуэзские архивные записи сообщают о точном времени прихода к власти Хаджи Герая, основателя независимого крымско-татарского государства. Эти сведения содержатся в специальных тетрадях, в которых регистрировались все подарки и выплаты в адрес ханских властей со стороны генуэзской администрации. Согласно этим записям, в 1441 году дары отсылались еще ордынскому хану Сиид Ахмеду,
Затем мельком упоминается некая война в Салхате, а весной 1442 года кафинцы обмениваются посольствами уже с новым правителем Крыма по имени Хаджи Герай. Взаимоотношения генуэзской Кафы и Крымского ханства стали новой, краткой, но очень яркой главою в истории Крыма. Эти отношения подали удивительный пример союза между двумя очень разными, но в то же время тесно взаимосвязанными друг с другом государствами. И речь об этом уникальном историческом соседстве пойдет в следующем выпуске нашей передачи.